Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие телезрители. Мы начинаем свой очередной видеоблог. Как вы знаете, мы приглашаем в нашу студию для проведения наших видеоблогов представителей наших соседних народов, соседних стран. Вот недавно мы провели встречу, очень интересную, я думаю, с представительницей Израиля, Ксенией Светловой. И вот сегодня мы хотели бы познакомить вас и поговорить с очень интересным человеком, с Ваграмом Самвеловичем Петросяном. Ваграм Самвелович Петросян, он является заведующим кафедрой международных отношений и дипломатии Ереванского государственного университета, а также заведующим отделением армяно-курдских отношений. Человек, который в курсе вот этой кухни армяно-курдских отношений, который очень много сделал и делает, и, надеюсь, и будет делать для установления традиционных вот, исторических отношений между армянскими и курдскими народами. И я вот, пользуясь случаем, у нас так совпало, что сегодня День независимости Армении. Ваграм Самвелович, я вас поздравляю. Поздравляю весь армянский народ. Я надеюсь, что придет день, когда мы с вами будем праздновать День независимости Курдистана. Спасибо, что вы нашли время уделить нам. И я хочу уже приступить к вопросам непосредственно к разговору с вами. Вот я думаю, разговор у нас состоится интересным. Ваграм Самвелович, вот первый вопрос такой, вот как вы пришли вот к этому, да, вот что вас побудило заняться вот именно вот этой курдской тематикой? И как я знаю, вы, значит, один из организаторов этого отдела армяно-курдских отношений и возглавляете его. И вот какова цель создания и какие задачи вы ставите перед своими сотрудниками, ну, вообще в целом о своем отделе, и вначале несколько слов о том, что побудило вас, что заинтересовало вас вот в этом, значит, изучению и вот практической деятельности вот именно вот в курдском направлении. Спасибо большое и за поздравления, и за приглашение. Очень рад, и для меня действительно честь быть вашим гостем. На первый вопрос. Вот действительно, вот когда вспоминаю, вот с начала уже 90-х годов я занимаюсь курдской проблематикой. Уже со студенческих лет меня интересовал курдский вопрос. И моя диссертация была на англо-турецкие отношения, мусульский конфликт. Это тоже вот тема диссертации вот тоже привела как бы к иракскому Курдистану, курдской проблеме вообще. И также личные мотивы тоже, можно сказать, были. Дело в том, что в кругу моей семьи, то есть друзьями моего отца, среди друзей моего отца было очень много курдов, действительно вот настоящих друзей. И они, как бы, можно сказать, привили во мне любовь к курдскому народу. И что касается отдела, вот, вы знаете, в контексте армяно-курдских отношений ряд важнейших направлений по сей день полностью проигнорирован. Несмотря на то, что армяно-курдские отношения охватывают действительно широкие исторические, политические, правовые, экономические, цивилизационные, я бы сказал, религиозные, культурные, демографические и социологические рамки, вот в армянской историографии, как и в курдской, в основном рассматривается линейная или хронологическая история армяно-курдских отношений. Вот кроме этого, армянская, как и курдская историография и общество, на мой взгляд, еще не полностью освободились от некоторых, я бы сказал, традиционных стереотипов, имеющихся в прошлом. Ведь даже с хронологической точки зрения рассматриваются в основном проблемы прошлого, не связывая их с задачами и вызовами современности. Вот задача глубоко не изучена
в контексте региональных процессов и проблем безопасности, следовательно, требует многогранного, многостороннего подхода, учитывая наличие как двух армянских республик, Армения и НКР, становление курдской федеральной автономии в иракском Курдистане, курдские развития в регионе и фактор регионального правительства Курдистана, как и перспективу разработки модели развития отношений стран Южного Кавказа. Вот можно сказать, вот армяно-курдские отношения всегда находились в ряду важнейших направлений армяноведческих, не только армяноведческих, но и востоковедческих вот исследований армянских экспертов. Но в последнее время, вот, на мой взгляд, вот, как бы эффективность и продукция пошли на понижение. И этим обусловлено было создание отдела армяно-курдских отношений в рамках Института армяноведческих исследований Ереванского госуниверситета. Это отдел был создан в 2014 году, и буквально следующим образом я тогда был ректором Арам Градчикович Симонян, как тогда, так и теперь вот директор Института армянских исследований. И я ему вот привел доводы, и он согласился. И другие как бы руководители университета также вот я счастлив, что не приходилось объяснять никому важность вот открытия отдела и другие вот до бюрократии не дошло. И наша миссия, можно сказать, вот как отдела, стать мостом для сотрудничества не только вот двух народов. Наша цель – развитие политической курдологии. Я хочу вот это подчеркнуть. И конвертация вот общих интересов в стратегическое партнерство. Задачами отдела и курдских задачи разные, но языковая база сотрудников отдела разнообразна и взаимодополняема. В созданную исследовательскую группу включены специалисты, владеющие армянским, курдским, персидским, русским, турецким, английским и рядом других языков. Они действительно эксперты. Исследования и публикации отдела разные. Вот, например, хочу вот порадовать вас. Вот 25 сентября этого года, вот в годовщину референдума независимости в иракском Курдистане, у нас будет круглый стол и презентация книги. Вот курды и курдские, вот из серии курды и курдские исследования. И это целый том посвящен именно армяно-курдским отношениям. Кроме этого, вот буквально на следующий день у нас будет уже пресс-конференция, и я вам с удовольствием пришлю также линки, чтобы вы, если захотите, вот также, если будет надобность, освещать или проинформировать наших зрителей, чтобы это тоже имело место. Но скажите, вот у вас есть, ну, во-первых, в вашем отделе есть ли аспиранты вот, курдской национальности, и кроме того, есть ли у вас связи с учебными там, и научными, значит, учреждениями Южного иракского Курдистана? Вы знаете, вот у нас были сотрудники, разные сотрудники. Я раскрою вам также вот некоторые из них защитили вот на факультете востоковедения, другие вот есть вот у нас на данный момент центр не, то есть не образовательный, а research, так сказать, научный центр, и поэтому мы можем руководить, я лично и сотрудники могут руководить, но вот образовательный вот этот сектор уже на факультетах, и защита диссертации и так далее. Я сам лично являюсь также секретарем вот Совета защиты, также вот по политологии, по международному институту и процессы, да, так сказать. Да, и как я сказал, про программу Самвеловича очень много можно говорить, и у нас в анонсе очень подробно все его резюме есть, и я думаю, многие уже ознакомились с этими. Ваграм Самвелович, знаете, ну, мы знаем, что... Да.
Да, вот я хотел вот кое-что добавить. Вот у нас есть действительно сотрудничество с университетами иракского Курдистана, серьезное сотрудничество действительно. Вот буквально неделю назад был подписан договор с Дохудским университетом. У нас есть также серия других договоров. Я сам лично знаком с ректорами разных университетов. Более того, я пригласил их в Ереван, и вот ректор Салахеддинского университета был у нас. И вот вы знаете, что каждый год Аврора – это премия, то есть Goodwill, так сказать, Goodwill Prize и так далее. Вот приглашены были многие, немногие приехали, но многие были приглашены. И вот сотрудничество вот в этом направлении ведется серьезно. И думаю, что вас порадует скоро также уже драфт, так сказать, вот начальной версии уже этих договоров есть, и вот они действительно взаимовыгодные. И кроме этого у нас есть много студентов из Ирака в разных университетах, но мы хотели, чтобы вот этот компонент тоже мы смогли бы усилить. Вот. Пригласив, то есть я сам участвовал также в разных, так сказать, educational fairs в разных городах, Эрбиль, Сулеймания, Дохук, визитов. Многие курдские студенты, многие курды, молодые курды стали студентами разных армянских университетов. Спасибо, Ваграм Самвелович. Ну, вы тоже в своем разговоре отметили, что армяно-курдские отношения, они там огромный пласт вот этих отношений. Об этом можно много говорить, и, к сожалению, формат нашего сегодняшнего разговора не позволяет все охватить. Но, тем не менее, можете ведь рассказать об исторических связях и отношениях армянского и курдского народа. Вот вы как там, конечно, это, как я сказал, большая тема, но там, если можно, коротко, ваш взгляд на эти отношения. Вы знаете, что я уже отметил, что армяно-курдские отношения охватывают широкий спектр, не только исторический, да, это фактор, то есть, но и политические разные, вот, не только исторические рамки, но и политические, правовые и так далее. И вот я бы хотел сконцентрироваться, были разные вот страницы в истории наших народов, но в основном преобладало, я с уверенностью могу сказать, что бы ни произошло, два народа, главное, сохранили симпатии друг к другу. Возможно, именно и поэтому я действительно это говорю на полном серьезе. Возможно, именно поэтому мы требуем друг от друга слишком многое, порой даже невозможное. Так близко друг друга воспринимаем, что не можем простить ошибки, простые ошибки или необдуманные вот такие решения и так далее. Но то, что вот симпатия есть, то, что у нас есть потенциал, и этот потенциал основывается именно на истории также, я в этом уверен. И вот я работаю мои ребята также работают над многими источниками, полусерьез, полушутя. Вот действительно изучайте армянский язык, потому что найдете такие источники, что вот даже невозможно интересные факты от вот происхождения курдов, как назывались в армянских исторических источниках, да, это самое, мары, медяне и так далее, вот разные такие версии и так далее, с какого периода как было, и до вот самых интересных вот диалогов, переговоров и так далее, даже в конце XIX века, перед тем, как была создана первая газета «Курдистан», какие вот шли переговоры о необходимости создания такой газеты, так как у Дашнактюм была газета «Дрошак».
и многие курды проармянские свои статьи печатали именно в этой газете. Но появилась также необходимость, чтобы у курдов было. Конечно, версии разные, но есть исторические факты и источники. Вот. Что этим, ну, и в Мапенадаране можно найти такие интересные источники про историю курдов и так далее. Вот. Но я именно хочу подчеркнуть, что вот тот потенциал развития отношений действительно строится на благотворной вот почве. Было разное в нашей истории, но позитивного, на мой взгляд, было больше. Спасибо, Ваграм Самвелович. Ну, такой еще вопрос, который, в принципе, меня тоже, значит, очень интересует. Это вот позиция Армении, вот, официальная. Ну, я понимаю, вы не можете за весь официоз говорить, но ну, по вашему мнению и армянского экспортного сообщества относительно перспективы появления курдского государства на Ближнем Востоке. Ну, вы понимаете, что это, в принципе, по-моему, это неизбежно. И вот позиция официальная и экспертного сообщества армянского к этому вопросу, очень хотелось бы вот ваше мнение узнать по этому вопросу. Да, спасибо большое. Что касается вот стратегии, то с одной стороны, как в стратегии национальной безопасности Республики Армения 2007, так и 2020 годов курдский фактор не упоминается вообще. Более того, курдский фактор не упоминается также в подобных стратегических документах, как Азербайджана, так и Грузии. То есть у всех южнокавказских стран в стратегических документах курды не упоминаются. Что же касается независимости Курдистана, то еще в июле 2007 года, выступая в Российско-Армянском славянском университете, заместитель министра иностранных дел Республики Армения Арман Киракосян, к сожалению, он ушел из жизни, один из самых талантливых дипломатов, он отметил, вот, не обошел эту тематику, но хотел подчеркнуть, что Армения не имеет официальную позицию относительно формирования независимого государства, но он также подчеркнул свою следующую позицию, что каждая нация имеет право жить свободно и независимо на земле своих предков и формировать свое государство. Согласитесь, для заместителя министра иностранных дел это было довольно-таки храбрым заявлением. И прошло 13 лет, и я думаю, что вот был референдум, и вот прошло вот сейчас уже 2007 года или 2017 года 3 года, но я думаю, что Армения стремится не просто наладить отношения с иракским Курдистаном, а развивать с ней устойчивые торгово-экономические отношения и трансформировать их в рамках и в случае это необходимо, я имею в виду в случае достижения иракским Курдистаном независимости, вот конвертировать эти отношения в политические. Есть также мнение, что Армения готовится к независимости иракского Курдистана и одной из первых поддержек курдов. Во всяком случае, Республика Армения вот осторожно, как бы не категорически отрицала право иракского Курдистана на независимость. Не хочу сравнивать, этически, возможно, будет неправильно, но, знаете, у соседнего государства тоже в этом отношении, ну, скажу открыто, Азербайджан категорически был против референдума и перспективы независимости. Что же касается республики, Нагорно-Карабахской республики, то она приветствовала проведение референдума в 2017 году о независимости иракского Курдистана. И в заявлении МИД НКР я даже боюсь, что вот процитировать не смогу, но примерно вот следующим образом было, что приветствуем проведение референдума о независимости иракского Курдистана в качестве акта реализации прав народов на самоопределение и самостоятельного выбора пути своего развития. Закрепленного упоминался также устав ООН и ряд основополагающих международных документов.
И что касается экспертного сообщества, то тут уже мнения разделились. Одни считают, что независимость иракского Курдистана будет еще одним прецедентом обретения автономии, независимости вопреки воле правительства страны, в состав которой она некогда входила. И президент весьма интересен в плане аргументации, так сказать, как бы правового обоснования суверенитета Нагорного Карабаха. Они также считают, что при удачном геополитическом раскладе признание независимого курдского государства может позволить Армении обрести нового партнера в исламском мире. Подчеркиваются также группой вышеуказанных экспертов, также вышеуказанные эксперты приводят также фактор геоэкономической близости. И отмечают, что Армения и Курдистан в равной степени лишены свободы выхода к морю, и поэтому обречены строить динамические коалиции, сердцем которых является обеспечение свободы транзита, и поэтому особая ценность не только внешнеполитических гарантий, но и внутренних фундаментов военной безопасности. И также, чего скрывать, вышеуказанные эксперты также считают, что в долгосрочной перспективе сам фактор независимого Курдистана вызовет цепную реакцию и ослабит прежде всего позиции Турции в регионе. Но другие эксперты, есть время продолжить. Да, Другие эксперты... Просто чуть-чуть отодвиньтесь от экрана, чтобы звук был бы нормальный. Да. Вот другие эксперты считают, что не нужно преувеличивать турецко-курдские, это самое противоречия, разногласия, учитывая тесное сотрудничество между Эрбилем и Анкарой, влияние Турции в иракском Курдистане, а также опыт курдской инициативы самой Турции, которая продолжалась вплоть до 2015 года. И что, как ни странно, вышеуказанные эксперты порой даже отмечают, что союз, то есть союз типа Селим Явуз и Идрис Битлиси никак не исключается. То есть однажды это имело место и приводятся также вышеуказанные факторы, но я могу сказать, что все-таки симпатии преобладают, что курдам, к иракскому Курдистану, курдам вообще можно сказать, не только к иракскому Курдистану. Но есть в определенных политических и научных кругах Армении также преобладает точка зрения, что курдский вопрос, то есть вышеуказанное относится к независимости Курдистана. Теперь относительно курдского вопроса я хочу разделить эти два подхода. Эксперты считают, что курдский вопрос – это игра, в которую Армении лучше не играть. Что, в частности, они что иметь действительные рычаги воздействия на процессы. Но сам я считаю, что не то, что достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что мы уже в игре. Если Армения независимое государство, и достаточно смотреть на карту, ты активно играешь, вовлечен в игру, ты на столе или за столом. Спасибо, Ваграм Самвелович, за такой откровенную картину, которую вы нарисовали. Как я в вступлении сказал, мы как раз планируем, узнать, организовать видеоблоги, в том числе и с политологами или общественными деятелями и Турции, и арабских стран, и Ирана, и Азербайджана. И курдам всегда интересно, как соседние страны, их подход к курдскому вопросу. И поэтому большое вам спасибо за этот
ваш рассказ на эту тему. И я хотел бы перейти к следующему вопросу. Вот уже долгое время говорится о том, что об открытии консульства, Генерального консульства Армении в Эрбиле. И я знаю, что вы сами активно способствовали продвижению этого вопроса, участвовали, значит, вот как в начале нашей передачи, и как вот мы фотографии ваши тоже, значит, представляем, вы много раз были по этому поводу, по разным поводам в Курдистане. И вот этот вопрос обсуждается, и почему, на ваш взгляд, вот он постоянно откладывается? Вот совсем недавно опять была информация, там посол Армении в Ираке был в Эрбиле, и тоже объявили, что консульство будет создано. В чем дело? Вот почему вот это откладывается? И, на мой взгляд, уже позитивное решение принято, и вот с чем это связано? Вот об этом, о консульстве, в том числе и о ваших, вот, так сказать, потугах, чтобы вот это сделать. Да. Спасибо большое. Я хотел бы, вот фотография была Рача Поладяна, чрезвычайного уполномоченного посла Республики Армения в Ираке. Он хороший мой друг, и я действительно восхищаюсь его работой. Многое изменилось после того, послом Республики Армения в Ираке стал Рача Поладян. Человек, который действительно вник во все детали не только армяно-иракских, но и армяно-курдских отношений, и который многое сделал, чтобы вот приблизить этот день также. Вот и вопрос сразу вот с последней части я подойду, потом уже восточный вариант, да, это с последней страницы как бы. И я рад, что я уже знаком также с генеральным консулом, будущим генеральным консулом Армении в иракском Курдистане, человек, который действительно... Как? Секрет откройте, кто это будет. Я скажу только, что он человек, который действительно знает о планах и действительно детально разработана работа. То есть я в этом отношении как эксперт, как международник спокоен, что вот консульство будет действительно в надежных руках и в тандеме с чрезвычайным полномочным послом. То есть у генерального консула действительно получится эффективная работа. И что касается процесса, то скажу, что государство Южного Кавказа, вы знаете, поначалу проявляли, некоторые до сих пор проявляют определенную осторожность относительно установления официальных отношений с региональным правительством иракского Курдистана и в целом занимают выжидательную. Армения тоже раньше занимала выжидательную позицию, теперь нет. Но, например, скажем, позиция Азербайджана в этом вопросе не отличалась от Турции. И хотя Турция еще в 2010 году открыла свое генеральное консульство в Эрбиле, тем не менее за этим не последовало открытие азербайджанского генконсульства. Что же касается Грузии, то для Грузии, на мой взгляд, иракский Курдистан не являлся, по крайней мере, тогда, не знаю как теперь, приоритетным направлением. И знаете, вы, наверное, осведомлены, разные такие проблемы существовали. Что же касается Армении, то генеральное консульство Армении уже точно я могу сказать, что откроется не позже, то есть начнет работать в полную мощь не позже октября. Это точно, этого года. То есть через несколько недель консульство будет работать. Это точно. Но что еще добавить? Вот еще в 2010-2011 годах определенные должностные лица Армении начали говорить о намерении нашей страны открыть свое консульство в Эрбиле. Я сам, как эксперт, выступил за этот шаг и поддерживал идею
курдский район на севере иракского Курдистана, Южный Курдистан, не только де-факто, но и де-юре является автономной федеративной единицей. И доводы, которые приводились, то, что в самой Конституции это уже существует, и осторожничать незачем. Но будет ли иметь региональное правительство Курдистана де-юре независимым в ближайшем будущем или нет, сейчас, с моей точки зрения, относительно этого вопроса не важно. Это очень важный вопрос, но я имею в виду в этом отношении. И очень важно, что в течение времени многие такие доводы приводились, и тем не менее вопрос решился уже в 2017 году. Был приказ относительно открытия, но тем не менее нужна была дальнейшая политическая воля, и я рад, что консульство точно откроется. Причем не исключается также, что открытие представительства регионального, не исключается также, что открытие генерального консульства в Эрбиле вернее, за открытием последует также открытие представительства регионального правительства Курдистана в Армении. Республика придерживалась следующей позиции в этом вопросе. Да, что я просто... Нет, вы очень много интересных фактов нам рассказываете, и, пожалуйста, продолжайте. Да. И данный вопрос, то есть будет обсуждаться или нет в будущем, но я сформулирую так, что это не исключается, и для Армении также когда-то для этого преграды были следующие, что самой Конституции, иракской Конституции говорил, что региональные власти Курдистана имеют право открывать свои представительства в тех странах, в которых имеются посольства Ирака. И данный вопрос не мог обсуждаться раньше, потому что дипломатические отношения между Республикой Армения и Республикой Ирак были установлены в 2000 году подписанием, если не ошибаюсь, подписанием в Москве соответствующего протокола. Причем в том же году страны открыли дипломатические миссии в обоих столицах. Но с 2003 года в связи с началом военных действий в Ираке была временно приостановлена деятельность дипломатических представительств в обеих столицах. И только в 2012 году посольство Ирака возобновило свою деятельность в Ереване. Тем не менее, время от времени имеют место и определенные контакты между сторонами, но я знаю, что в повестке дня иракского Курдистана также открытие представительства регионального правительства Курдистана в Турции, будет это в Анкаре или в Стамбуле, это Сафин Дизаи, наверное, в скором будущем прояснит, но я надеюсь, что это тоже будет. Для меня, как не люблю это слово курдофил и так далее, потому что в начале века, 20 века, это туркофилы, курдофилы и так далее, как бы получил другой. Но как человек, который действительно болеет за курдский народ, для меня очень важно, потому что раньше в Турции тоже были представительства Демократической партии Курдистана и Патриотического союза Курдистана. И, к сожалению, после референдума эти два представительства, даже партийные представительства, закрылись. Спасибо, Ваграм Стамвелович. Очень интересно. Да. Очень интересно. Ну, что вы можете сказать о сегодняшних отношениях? Каковы сегодня отношения, какие связи есть? Я, насколько информирован, не знаю, это сейчас есть или нет, есть и рейсы, были, во всяком случае, до пандемии, да, Ереван, Эрбиль. Очень много студентов курдских училось в армянских, ереванских вузах. Ну, это то, что, так как говорится, на поверхности. Ну, вы, наверное, больше можете нас как бы проинформировать о связях сегодня, какие связи есть
между Арменией и, вот, Да. в частности, Иракским Курдистаном. Спасибо за вопрос. Вот Армения еще, на мой взгляд, еще находится на начальном этапе своих отношений с правительством Курдистана, хотя многое действительно сделано в этом направлении, и установление воздушной связи Багдад, Эрбиль, Ереван, причем была также прямая связь, на время это полеты прекратились на время пандемии, но есть надежда, что в скором будущем возобновят и так далее. Но это если ставить рамки, ставить планку слишком высоко, да? Если сравнить с соседними южнокавказскими государствами, то мы вообще пионеры. То есть это и прямые рейсы, и открытие консульства, и, не буду скрывать, и также встречи, не только давосские встречи между Сорокой, то есть Масудом, лидером курдского движения, или президентом Курдистана Нечирваном Барзани, то есть с премьер-министрами, с министрами иностранных дел, причем разносторонние такие. Public diplomacy тоже, можно сказать, имеет место. И вот я не хочу просто открывать, есть разные проекты, просто если сказать, слушают нас не только друзья, но и нужно, проекты пускай останутся проектами, как только будут, об этом станет известно всем. Но работа ведется, действительно серьезная работа. И я думаю, что еще подчеркну, может быть, повторюсь, но я думаю, что именно потому, что есть также правильные люди, именно чрезвычайный полномочный посол, генконсул и так далее, так как я знаю кое-что также о планах развития наших отношений, я с надеждой смотрю на будущее. И с армянской точки зрения существовали несколько причин для углубления отношений с иракским Курдистаном. Я не хочу, чтобы долго говорить, по пунктам я могу выложить, так как сам иногда приводил эти доводы, да, это во время разных дискуссий. И что очень важно, это также выгодно иракскому Курдистану. Но я надеюсь, что многие в иракском Курдистане будут смотреть на отношения не с тактической точки зрения. И также в Армении, я надеюсь, что будет не тактические расчеты, а стратегические. И то есть стороны не будут смотреть на отношения, на армяно-курдские отношения, на отношения между Арменией и иракским Курдистаном в рамках армяно-иракских отношений с точки зрения резерва или возможно такого плана Б. То есть если это не получится, если с этой страной не получится, то Армения. Если с Турцией не получится, то Курдистан. Я надеюсь, что наши отношения также будут позитивные. То есть не то, чтобы я иногда думаю о следующем, что иногда лучше диверсифицировать отношения. То есть не нужно сконцентрироваться. Я больше того, как международник, надеюсь, что многие решения будут трехсторонними, например. Армяно-турецко-курдские. Почему бы нет? То есть я смотрю также на отношения с этой точки зрения, что у Курдистана, у Демократической партии Курдистана есть хорошие отношения с Турцией. И почему Курдистан не может быть также проводником наших отношений? Почему это самое? Не нужно смотреть, потому что учитывая тот факт, что когда был процесс армяно-турецкий, завистью смотрела курдская сторона. Когда курдско-турецкий, то как бы с настороженной армянская сторона. В конечном итоге Турция обыграла обоих. Но, то есть ни то, ни другое не получилось. Но я надеюсь, что именно настоящие решения бывают и не только в тепличных условиях, то есть в вакууме нельзя существовать в тепличных условиях, а трехсторонние, четырехсторонние и разные. Учитывая также
интересы нашего стратегического союзника Российской Федерации и так далее. Вот я как международник не мог также не затронуть также вот этот компонент. Да, это действительно, я с вами согласен в том плане, что действительно армяно-курдские отношения, они имеют свое самостоятельное звучание, они не направлены на какой-то, во вред какой-то другой стороне. И тут я всегда вот, мне на ум приходит, вот в Европе сколько было войн, сколько было, значит, столкновений. Ну, сейчас Евросоюз, вот он, я надеюсь, что и на Ближнем Востоке, ну, хотя бы, может быть, мы доживем до этого времени, на Ближнем Востоке тоже установятся эти такие отношения. Ну, вы помните, вот Франция и Германия, они там, не знаю, столетние войны и так далее. То есть ничего исключать нельзя. И абсолютно с вами согласен в том отношении, что действительно курды могут сыграть и в армяно-курдских отношениях, естественно, как я сказал, это самостоятельная такая вещь, это по-другому не может быть, так и вот в многостороннем формате сделать так, чтобы на Ближнем Востоке была бы стабильность и мир, и процветание. Ну, а сейчас вот к такой теме, которая, к сожалению, в последнее время много говорят, и вот после анонса нашего вы видели, наверное, комментарии, да, вот это всегда так бывает, когда два соседних народа, не бывает так, чтобы не было бы проблем между ними. И вот вы как к этим разногласиям относитесь, как вот этим, значит, к этим разногласиям относитесь, как их можно преодолеть и начать, так, как говорится, сотрудничество. Вот вы вот рассказали, да, то, что делается официально между Арменией и Курдистаном, а вот между народами вот, преодолеть вот эти разногласия и вообще какими вы хотели бы видеть вот армяно-курдские отношения в будущем? Там это да, знаете, это такой вопрос, на мой взгляд, он очень, ну вот мы когда предварительно говорили, я сказал, что он очень вместительный. Вы лучше меня знаете, о чем речь, и я думаю, вы осветите их нам, эти вопросы, эти разногласия. Хорошо, хорошо. Это, ну, знаете, я как международник, у меня два выбора было. Я не скрою. Я мог бы уйти от ответа дипломатично, ответив, что, насколько мне известно, Республика Армения и региональное правительство, между Республикой Армения и региональным правительством Курдистана не существует никаких разногласий. Более того, до сегодняшнего дня имели место лишь редкие недоразумения. Тем не менее, так как вопросы задавали уважаемые мной люди, и в комментах но я бы хотел вот искренне, я просто заранее прошу, я выскажу свое мнение. Может быть, не согласятся наши курдские друзья, многие вот интеллектуалы из интеллигенции или политические деятели. Но вот, на мой взгляд, вот чувствуется, особенно на постсоветском пространстве, об этом еще писал Андрей Орешев, что армяно-курдские отношения претерпевают как бы определенные, как он выразился, негативные трансформации. И я понимаю, что вот есть объективные такие причины, кроме вот исторических разных событий и так далее. Вот есть также не секрет, что вот в советское время Армения являлась одним из признанных центров культуры советских курдов, создавая как бы привлекательный имидж нашей республики для курдов, проживающих в различных странах мира. И согласитесь, что вот хороший имидж советских курдов во многом также был обусловлен той работой, которая была проделана также советской армией. И после 1991 года этот фактор как бы сошел на нет. А через несколько лет я вот, особенно вот моя настороженность связана с этим, что когда окончательно вот уйдет
вот поколение курдских ученых, писателей, деятелей искусств, которые были подготовлены в Армении в советское время, то с чем мы останемся? И если выход из такой ситуации, то есть этот позитивный как бы бэкграунд, так сказать, и эта база, как так сказать, если исчезнет, то есть нужно работать в этом направлении. Но что интересно, что вот на мой взгляд, курды единственные в мире народы, которые делят то, что потеряли. Более того, которые не могут поделить то, что потеряли. Вот. И знаете почему? На мой взгляд, это потому, что они верят, что вернут потерянные и не уступают друг другу в определенных вопросах. Может быть, я ошибаюсь. Но также вот такие факторы можно привести. Вот, но нужно отметить, что можно привести Северский договор. Вот недавно у вас была конференция. Но единственным международным документом, предусматривающим создание независимого Курдистана, процесс от автономии до независимости, включая дальнейшую интеграцию Северного и Южного Курдистана, являлся Северский договор. И тогда вот, если бы тогда курды примкнули бы к кемалистам и в дальнейшем приняли бы Северский мирный договор, многие так считают, армянские историки, то у них уже сегодня было бы независимость государства. Так что сегодня многие армянские эксперты считают, что курды борются за то, от чего отказались в свое время. Конечно, история не терпит сослагательных наклонений, но я хочу подчеркнуть, что у каждого народа есть своя правда. Но поговорим о езидах. Я не эксперт, тем более не претендую на роль эксперта. Я, честно говоря, знаю мало настоящих экспертов по езидам, но я коснусь другой тематики. Вот думаю, что уничтожение вот езидов со стороны мусульман, не только курдов, по религиозному принципу, способствовали возможно, способствовали у определенной части езидов усилению именно конфессиональной идентичности и в определенной степени ее этнизации. Но я извиняюсь, но не армяне же создали езидский народ, да, это самое езидов. И если посмотреть перепись населения СССР. Какие переписи населения были? Да, это самое. В 26-м году, в 39-м, 59-м, еще в 70-м, 79-м и 89-м. Я внимательно вот это все просмотрел. И вы знаете, что во время первой переписи населения в советское время и в последней переписи населения в 89-м курды и езиды рассматривались отдельно. Не армяне же, то есть подействовали на советское правительство, чтобы вот так было. Или, скажем, перепись населения в Грузии. Да? Перепись населения в Грузии была в 2002-2014 годах. Езиды и курды рассматривались отдельно. Российская перепись населения 2002-2010 годы. Тоже вот курды и езиды рассматривались отдельно. И, на мой взгляд, вот не нужно вот спрашивать у других зарубежных экспертов и так далее, кем вы считаете езидов, вот, курдами или вот курдами-езидами и так далее. Курды сами знают свою историю лучше. Люди, которые принадлежат вот езидской вере, сами знают, лучше знают, как и какую идентичность принять, но они, как перепись населения проходила в Армении. Каждый представитель каждого народа сам решал, какую национальность отметить. И у курдов могли быть претензии, если бы правительство вот, заранее сказало бы, что езиды, курды отдельно и так далее. Но
каждый или заставили бы, чтобы именно в графе езиды отмечали. Но сами они решали. Одно дело, вот интересы государства, я не хочу коснуться сейчас данной теме, вот какие государства были заинтересованы в разделении, вот, которое произошло, или... Но я не хочу затронуть, чтобы не оскорбить ни курдов, ни тех, которые считают себя езидами. Понимаете, сами курды могут не обидеться, езиды могут друг на друга не обидеться. Но если армянский эксперт коснется этой темы, да еще и поверхностно, я думаю, что это неблагодарное дело. Но что хочу отметить, что вот именно вот что власти, вот что армянские власти при проводимых переписях населения предлагали гражданам самим определиться, кому они себя причисляют, и не случайно вот определенная часть отметила вот свою курдскую принадлежность. И другая тема, если я не ошибаюсь, я извиняюсь за то, что, возможно, долго говорю, но также курдского фольклора там был вопрос, что я читал также разные статьи, искусство на грани плагиата или что-то в этом роде, возможно, неправильно цитирую, но что-то в этом роде было. Но, на мой взгляд, знаете, вот наши народы веками жили бок о бок и были взаимосвязаны, и, естественно, были заимствования. И я сам специально даже, вы знаете, Юрий Шамилевич, я даже специально начал изучать в разных архивах на тему курдского фольклора, курдской музыки и так далее. И нашел много работ, интересных работ, о которых сами курды даже не знают, вот известных армянских ученых, которые собирали по крупицам разные вот песни, музыку, мелодии и так далее. Даже была защищена диссертация на тему в 19 или в начале 20 веков, вот на тему курдские мелодии, армянскими авторами. То есть плагиат, я понимаю, что, возможно, сам не эксперт вот что в нынешних событиях, потому что вкусы, наверное, совсем другие. Вот сам я это самое не знаю вот таких сочинений или вот произведений, которые вот плагиат. Я не исключаю, что у обоих могут быть вот такие точки зрения. Почему вот армяне жили бок о бок с курдами и у нас есть даже в одежде вот тарас, который, да, это в национальных одеждах и так далее, обоих можно найти даже вот оттенки или детали, которые напоминают друг о друге. Что же касается, я не знаю, вот там другой вопрос тоже был, вот напомните, если вот насчет разных таких вот разногласий, но я хотел бы подчеркнуть, что вот непосредственный конструктивный диалог, который должен перерасти в переговоры, это, я считаю, наиболее важным вот на сегодняшний момент шагом. Курды, наверное, да, вот завершу как бы, курды, наверное, один из немногих народов, которые на Ближнем Востоке, и этим они напоминают армян, которые действительно всегда открыты для диалога. Но для них и для нас обоих не существует, практически не существует запрещенных тем для обсуждения. Но между нами переговоры пока невозможны, так как не только потому, что у курдов нет государства, но и нет силы, которая представляла бы большинство курдов Курдистана и диаспоры. А диалог и переговоры – это разные вещи. И часто рядовые комментарии относительно определенного интервью или статьи на тему армяно-курдских отношений перерастают во взаимные обвинения и антипропаганду, причем на самом низком и дилетантском уровне с привлечением псевдодоброжелателей из других народов. Я считаю, что вот я руководствуюсь принципом «не навреди».
не игнорируй разногласия, но и не навреди. Вот и в истории двух наших народов есть разные страницы. И от нас зависит, на мой взгляд, какую страницу мы хотим открыть. Вот когда мы строим здание, мы же не смотрим, где шахты, базис и так далее. Да? Мы смотрим, и после того правильное место на хорошей основе, мы не обсуждаем вот, а то плохое тоже, что нет, нужно строить на этой базе, не игнорируя, на мой взгляд, разногласия, и причем создание государства, курдского государства, поможет диалогу перерасти в переговоры, а само создание, на мой взгляд, поможет. Уже изменится сама трактовка вопроса, само понимание. Я как человек, вот, как армянин в 91-х годах, да, воссоздали у нас Третья республика 91-го года. Сам менталитет армянский поменялся за эти 30 лет. Мы о многом не говорим, многие проблемы решаем, не говоря. И многие проблемы не допускаем до СМИ. И у нас уже появилось безопасностное мышление. Секьюритизация мышления армян. Это очень важно, на мой взгляд. Думаю, что у курдов тоже вот такой период наступит. И это поможет также решить разногласия. И не дать другим вот воспользоваться вот этими разногласиями. Я могу привести разные примеры. Я не ухожу от вопроса. Я могу говорить целый час о 1937-1944 годах. Почему бы нет? Вот советский период. Была же депортация курдов. Была. Как они оказались в Средней Азии, или, вернее, в Центральной Азии, Казахстан и так далее. Да, это самое Киргизия, Узбекистан и так далее. Но я не хочу вот обо всем этом говорить, надоедая наших зрителей. На 99% уверен, что многие, кто спрашивает, знают не хуже меня эти проблемы и также, наверное, знают, как их решить. Возможно, подходы разные. Вот их подход поможет вот для синергии. Возможно, вместе мы получим что-то новое. Ваграм Самвелович, большое спасибо за вот этот такой откровенный разговор, но у нас с вами всегда так было, и я думаю, так и будет всегда, не уходя ни от каких острых вопросов, но тем не менее мы заинтересованы значит, в том, чтобы отношения между нашими народами, они не омрачались бы, не замыкались бы только на этих разногласиях. Ну, теперь, знаете, вот я знаю, что вы очень часто бывали в иракском Курдистане особенно, в том числе на референдуме, вы, по-моему, как наблюдатель. Знаю, что вас даже за курда принимали там итальянцы. Вот. И расскажите вот о своих поездках там и что вам запомнилось там, вот в самом Курдистане. Ну, в Курдистане я был приглашен в Курдистан, но не в качестве наблюдателя, а как эксперт, как курдолог. Причем это был повод буквально самолета, уже мы были 24 сентября, мы были на стадионе, это с величайшими, со мной были вот действительно величайшие эксперты по курдским исследованиям и так далее. И был повод познакомиться со многими просто снова встретиться и так далее, поделиться мнениями. Наверное, каждая встреча была особенной, знаете, вот, но референдум независимости это не фотография на Головешском фестивале, вот презентация, вот доклад на тему армяно-курдских отношений, разные встречи были со многими. Я вообще, можно сказать, объездил Курдистан. Был даже у хорасанских курдов в иранском Курдистане. То есть разные впечатления были. Но что касается иракского Курдистана, наверное, встреча с Масудом Барзани. Это было нечто, потому что для меня это Барзани живая легенда. Также со многими другими лидерами. Вот. Для меня были интересные встречи с Фалахом Мустафой, с тогдашним министром иностранных дел, причем в разные времена. Он
так по полочкам и так конструктивный у нас шел. У меня было интервью с ним, и причем многие вопросы мы затронули с Фалом Мустафой и со многими другими экспертами. Даже встречался с лидером коммунистической партии Курдистана. И это тоже для меня было важно, чтобы понять, то есть суть и также вот позицию также вот данной партии относительно референдума, относительно курдской проблемы и так далее. Но, наверное, для меня Курдистан, может быть, я, знаете, что говорю открыто, и для меня нету причин, да, это самое, чтобы подхамим сейчас. Но в Курдистане я действительно у себя дома. Это честно. Я не чувствую, что я в другой стране, что я вот... Я не беспокоюсь ни о чем, можно сказать. Я думаю о том, что вот занимаюсь своим делом. Можно сказать, что field research, так сказать, вот этим это слишком узко сказано. Для меня важно вот от встреч, от гостеприимства, да, менталитета. Причем, знаете, что интересно? Мне кажется, что я своими венами чувствую это. Буквально. Да, вот. То есть я чувствую, когда человек говорит правду, когда человек говорит неправду, улыбаюсь, смеюсь, это не вводит меня в напряжение. То есть я не критикую. Я отношусь спокойно, так как понимаю, то есть почему это, как это. И вот вы отметили, я был в Лалеше, и действительно вот встреча с Баба-шейхом, это тоже вот то, что мне запомнилось. Действительно святой человек. Понимаете, вот это другое, это доброта, это... я встречался со многими религиозными деятелями, но человек, который вот как бы и понимает, что происходит, и действительно религиозный лидер. Вот это очень важно, когда ты чувствуешь, когда эта аура, эту энергию ты чувствуешь. Но в Курдистане действительно и разные такие встречи были. Главное, что я всегда вот находил, я никогда не разочаровывался, быть потому, что знаю курдский народ хорошо и знал, чего искать. То есть я никогда не завышал планку. Я знаю себе меру как человек, как не международный, а просто как человек. И я там действительно работаю. И работа для меня не в напряг в иракском Курдистане. Я работаю, отдыхаю, можно сказать. Вот что отличает для меня Курдистан от других стран. Это честно. И не спрашивайте уже после этого, планирую я быть в иракском Курдистане или нет, потому что, может быть, сентимент преобладает. Но вот жду с нетерпением, когда это все закончится, и я в очередной раз буду в иракском Курдистане. А что касается того случая, я вам расскажу, может быть, для телезрителей будет интересно. Я был по-моему, на стадионе, когда мы уже выходили с курдскими экспертами и так далее. И у меня был курдский флаг. И друзья мне дали курдский флаг, и я поднял этот флаг и пожелал что-то. Я до сих пор не помню, что говорил тогда, но итальянский фотограф меня сфотографировал, и в одной из итальянских газет вышла следующая статья с моей фотографией. Курды ликуют. И я говорю, 4,5 миллиона курдов. И нашли одного из двух армян, причем двое армян присутствовали только на референдуме. Я и наблюдатель. И меня нашли, курды ликуют. Вот, но я к этому, этот юмор тоже мне напоминает. Вот, я с самыми теплыми чувствами отношусь. Единственное, что, поверьте мне, 16 октября я был в депрессии не хуже вас. Я вам это скажу честно. Спасибо. Ваграм Самвелович, скажите, ну вот вы рассказываете, вы в Курдистане много кого увидели, были в Лалеше, были там в других местах, а вы там, ну, наверняка встречались в том числе и представителями армянской общины вот, в Курдистане. Вот, были у вас какие-то встречи там,
Вот по этому поводу тоже есть два слова. Да, ну, во-первых, я, конечно, встречался, причем интересно, что во время одной из встреч с курдскими политическими деятелями, именно там я встретился с представителями армянской общины. Это интересно. То есть я планировал встретиться с ними, но как бы встреча получилась раньше, чем мы планировали. И, конечно, вот я бы хотел подчеркнуть, что был также в церкви, которая была построена на финансировании регионального правительства Курдистана. Я много знаю о самых теплых отношениях, я сотрудничаю также о том, какие отношения, как относится правительство иракского Курдистана к армянской общине. Я бы хотел это подчеркнуть, но также хочу подчеркнуть, что армянская община во время вот этих, во время референдума целиком была за независимость иракского Курдистана. С кем бы я ни говорил, они подчеркивали это. Даже те курды, которые были у нас в Армении, и мы говорили с ними тет-на-тет уже в Армении, они все были на стороне иракского Курдистана. И я не скрою, что был очень рад также, что тогда на афишах также были, я находил армянские также, да, референдуму независимого Курдистана, то есть айо иракян Кырдыстани Анкахутяна на армянском языке. Это было нужно начать, знаете, и это тоже. Вы знаете, я приведу вам один пример. Вот армяне и курды, вот, например, в случае с Диарбакиром, да, это самое. Амет на курдском, Тигранакет на армянском. Настолько спорят, что в конечном итоге получается Диарбакыр. То есть это самое. Да. И я вижу вот основу вот развития наших отношений, не только наших отношений. Вот, и вот армянская община там в основном не на территории Демократической партии Курдистана в основном сконцентрировано армянское, то и отношение во многом про КДП, то есть, возможно, раскрыл кое-что, но про демократическое, то есть демократическая партия Курдистана более популярна среди армян иракского Курдистана. Спасибо, Аграм Самвелович, очень нас интересно, у нас уже больше часу, но вот я еще два вопроса вам последних задам. Мы, когда готовились к этой передаче, вы очень интересно мне рассказывали о курдском и армянском менталитете. Вот что между ними общего и чем они отличаются. Вот, пожалуйста, я думаю, для наших зрителей это тоже будет очень интересно. Тем более вы, как вот и в Курдистане часто общаетесь много с курдами, естественно, армянский менталитет тоже хорошо знаете. И вот ваши наблюдения, это будет, для зрителей будет очень интересно. Да, вот... Я вообще, для меня интересно, вот знаете, как для международника очень важно понять народ. Народ становится более прогнозируемым, когда понимаешь менталитет. И тебе легче, и у тебя никогда не бывает того, что называют англичане cultural shock, да, культурный шок. Этого никогда со мной не бывает, потому что изучаю менталитет. Но что я бы подчеркнул в случае с курдами, вот, прежде всего, конечно, общительность. Немногие народы так общительны. В этом они похожи на армян. Но и особое отношение к чести, к шарафу. Вот честь для мужчин или абру для женщин мы называем также абур. Это, то есть на армянском как бы менталитете, вот не случайно вот эта честь, это превыше всего. И не случайно вот сочинение Шараф хана Битлиси носит название Шарафнаме или книга чести, да.
я бы хотел подчеркнуть гостеприимство, намус, это слово нам понятно обоим. И мне порой кажется, что даже представители таких древних народов, как армяне, курды, евреи, другие, вот эти представители разных, кавказские народы разные, не хочу никого обидеть, но древние народы, как бы представители этих древних народов как бы рождаются уже взрослыми, если можно так сказать. Понимаете, вот гены дают о себе знать, вот. И они прозрачны, но не наивны. Более того, они мнительны, они подозрительные, но они также верят в силу. Вот подчеркну одно вот в курдском менталитете. Да, если сильная партия должна иметь свою армию, пешмерка, свою пешмерка. Если не имеет, то значит слабая политическая партия. Это, наверное, исключительное, вот что-то исключительное. Но что интересно, я бы хотел, вот не знаю, вы думали об этом, вот, может быть, вы это тоже замечали, но, на мой взгляд, курды народ раннего старта, порой даже фальстарта. Армяне, которые в этом смысле раньше всегда спешили войти в игру первыми, чтобы не опоздать, теперь стали народом позднего старта, или правильнее было бы сказать осторожного старта. Я иногда шучу, что когда возникает проблема, мы иногда так долго думаем над ее решением, то сама по себе проблема исчезает, и ситуация проясняется, понимаете? Но зато в армянском менталитете заложена идея хорошего финиша. У курдов, на мой взгляд, с этим проблемой. Финиш почти всегда не оправдывает изначальной надежды. И в политике курды тратят намного больше, чем получают. Армяне такие в повседневной жизни, но не в политике. Если так, для нас порой риск это самое, то есть до ва-банка не доходит. И для нас риск основывается на несгораемой цифре. Ва-банк не для нас. У курдов ва-банк и полный проигрыш встречаются чаще. Я не знаю почему, но ставят, чаще бывает, что ставят все на это. И как в армянском, так и в курдском менталитете, на мой взгляд, можете согласиться, можете нет, но бытовая обидчивость на то, что не сделали для них великие державы. Вот буквально медведь на лес обиделся, а лес и знать не знает. Вот такая ситуация тоже бывает, но в период Третьей Республики мы все больше понимаем, что великие державы не могут смотреть на мир глазами армян. Хотя, конечно, к этому стремимся. Шучу, конечно. И армяне более постоянные, на мой взгляд, в союзах. Вот, например, Россия, наш стратегические союзники, все. От добра не ищут. Это общее мнение почти всех армян. У курдов по-другому. У каждой позиции свои внешние приоритеты. И общепринятого союзника не существует. ПСК, Исламская республика, Иран, Сирия, можно предугадать, что наверняка вот этот фактор сыграет. Вот. Демократическая партия Курдистана. Вот Турция и Израиль, более близкие отношения с Израилем, чем, конечно, у ПСК. Это всем известно. Хотя бы потому, что ПСК ближе к Ирану и Сирии. И уже ПКК и другое. Но я бы хотел, то есть, как в армянском, и что интересно, закончу, вот наблюдений много, но вот одно тоже запомнилось, вот как в армянском, так и в курдском менталитете есть своеобразный подход к плану «Б». У армян на стратегическом уровне плана «Б» не существует, но есть серьезный анализ тактических сценарных моделей для достижения стратегической цели. Между тем, у каждой курдской партии своя стратегия, и, как правило, план «Б» рассматривается после полного провала плана «А». То есть заранее как бы чаще бывает, что не рассчитывали. У нас вот это все план А
план А, Б, С и так далее, вот для тактики, не для стратегии, на мой взгляд. Но интересно, многие такие наблюдения тоже есть, но что нас связывает, интересно, что юмор тоже. То есть я когда вот шучу или когда мне рассказывают анекдоты в Курдистане, не нужно объяснять. Иногда бывает, что мои курдские друзья начинают мне объяснять, я говорю, ну хватит, но это, я же понимаю, это, я говорю, не нужно 2 раза и помедленнее, это самое. Я с первого раза понимаю, так что это юмор у нас один и тот же. Но хочу завершить вот эту часть, что мне действительно не нравится в курдах, если можно сказать. Если можно. Так можно. Это то, что, да, так это то, что вот я не понимаю, как можно разделять турецких курдов, иранских курдов, сирийских курдов. То есть своя рубашка ближе к телу. То есть вот это и разногласия, как, я не понимаю просто, не как Задорнов, не как другой. То есть я не понимаю и начинаю. Да, это нет, я действительно не понимаю, как можно было настолько углубить разногласия. Потому что было много институтов, которые не должны были дать этому случиться. И вот что я действительно хотел бы, чтобы вот это раньше или поздно, наверное, но надеюсь, что созданием государства это получится, потому что вижу, что уже само существование федеративного, автономного иракского Курдистана помогает соранизации Курманджи и Курманджи. Это языка, даже стандартизация как бы происходит. Раньше не понимали, даже многие курдоветы говорили разница как между английским и немецким. Теперь нет. Это студенты, курдские студенты изучают разные предметы, обучаются в курдистанских университетах. И я думаю, что центр, как только появится центр и будет иметь свою периферию, эти разногласия тоже сами собой как бы исчезнут в небытие, можно сказать. Ну, вот только. Последний... Я восторженно так говорю, вы извинитесь за сентиментальность. Да? Ваграм Самвелович, ну, последний вопрос, наверное, мы уже 1 час и 20 минут в эфире. Всем интересно, и мне в том числе. И вот хотелось бы от вас услышать вот пожелания нашим зрителям, нашему народу, вот, в заключение, как говорится. Да, что вы хотели бы сказать нам? Я знаю, что мы могли бы очень много и долго еще говорить, и неоднократно так и было, и будет. Ну вот для наших зрителей. Да. Вот, во-первых, я бы хотел, я бы хотел снова поздравить наших армянских зрителей с Днем Независимости. А нашим курдским зрителям я бы хотел, и не только всему Курдистану, всем курдам, я бы хотел пожелать, чтобы в будущем у них тоже был бы такой праздник – День Независимости. А для этого объединяйтесь и не теряйте надежду. Я бы сказал в еврейском смысле этого слова, я имею в виду гимн Израиля, Хатикву, что в переводе означает «надежда». Тем более, что недавно у еврейского народа был Новый год, с чем я их и поздравляю. И я тоже присоединяюсь. И пожалуйста, дорогие братья и сестры, уважаемый курдский народ, не говорите, что у вас нет друзей, кроме гор. Но если для вас все-таки только горы являются друзьями, то я и многие мои коллеги готовы стать теми я, в частности, готов стать той горой, и я уверяю вас, что у вас есть много таких гор в разных странах. И еще, вот 16 октября 2017 года, образно говоря, на мой взгляд, у курдов отобрали права на вождение, машина и водитель, я бы сказал, предводители имеются.
Так что рано или поздно курды, я думаю, что вернут себе свои права, что Курдистан, как раньше говорилось, вот в израильском лексиконе, в еврейском лексиконе было государство в пути, да, такой девиз был. Так что Курдистан тоже, на мой взгляд, государство в пути. Так что, как говорится, еще не вечер. Спасибо большое, Ваграм Самвелович, за интересную беседу. Конечно, можно было бы о очень многих вещах еще поговорить, но я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Впереди, наверное, нас ожидает еще очень много событий, и всегда будем рады вас у нас на нашем канале, на нашем видеоблоге. Я еще раз вас поздравляю с праздником. Спасибо Вам лично счастья, удачи вам в ваших делах. Мы хорошо видим и ценим вашу работу. Спасибо еще раз и до новых встреч. Я еще хотел бы поблагодарить нашего редактора Маруфа Асланова за его труды. Я присоединяюсь. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. И до свидания всем. Всего доброго.